Сергей Сидоров, религиовед, член Московской православной христианской общины. Добрый вечер. Честные отцы, прошу благословения. Тема моего доклада посвящена научно-педагогической теме. Это тема использования педагогических методик в православных учебных заведениях, основное и дополнительное образование, история и современность по системам Николая Ивановича Ильминского и целостный педагогический процесс система Павла Ивановича Петкасистого. Это наш современник. В 1864 году в Казани протоиерей Василий Тимофеев открывает центральную крещено-татарскую школу. Эта школа стала реализовывать просветительские и педагогические идеи Николая Ивановича Ильминского, учителя отца Василия, известного миссионера, просветителя народов Поволжья и Средней Азии. Эти педагогические методы нам хотелось бы рассмотреть более подробно. В центральной крещено-татарской школе одним из главных факторов педагогической деятельности было преподавание на родном кряшинском языке, параллельно с изучением русского языка. Также особенностью было то, что в отличие от иных школ, там практиковалось совместное обучение мальчиков и девочек. И тех, и других готовили к преподавательско-педагогической, просветительской и миссионерско-апологетической деятельности с той целью, чтобы преодолеть языческие и криптомусульманские заблуждения, не допустить отпадения слабых в вере представителей малых народов в ислам, поскольку мусульманские миссионеры вели свою работу среди кришан, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и других народов весьма успешно. Ведь языческие верования, весьма распространенные среди этих народов, по своему мировоззренческому уровню уступали исламу. Православие же у этих народов зачастую вырождалось в обрядоверческие и магические формы. Нечто подобное, к сожалению, мы наблюдаем и в современном российском обществе. Предметы, преподававшиеся на крещено-татарском языке, разговорном языке, это грамматика и арифметика на первом году обучения, служили основой образования в ЦКТШ. Буквари и грамматики, составленные Николаем Ивановичем Ильминским и протоиереем Василием, были опубликованы с использованием кириллической азбуки, о чем уже ранее было сказано, с добавлением тех звуков, которых не было в русском языке. Далее, после освоения учениками русского языка, следовало преподавание более серьезных предметов: апологетики, литургики, чинопоследования на родном языке и на церковнославянском языке, священной истории, истории христианской церкви в рамках закона Божия, а также педагогики. Николай Иванович Ильминский и его ученики, благодаря их педагогической переводческой деятельности, фактически создали литературные языки малых народов. Образование же учеников обоих полов привело к появлению национальных интеллигенций малых народов. Но это лишь внешняя часть канва работы ЦКТШ. Целью своей педагогической деятельности Ильминский и его ученики видели то же самое, что почти 100 лет спустя современный педагог Павел Иванович Петкасистый назвал формированием полноценной, разносторонне развитой гармонической личности. Человек, по мнению Ильминского, должен быть честным, доброжелательным и верующим, то есть с высокими моральными качествами. Ведь тогда и в практической области применения своих талантов он будет успешен. Пусть сначала образуется хороший человек, а потом на этом основании будет хороший специалист. К сожалению, такое мнение в настоящее время весьма отделено от реальности. Фактически Ильминский стал предшественником современных российских педагогов, таких как Петкасистый, считающих необходимым не ограничивать свою деятельность только преподаванием или образованием по данной дисциплине, обучением практическому применению этих знаний,
педагогики называется совокупностью знаний, умений и навыков. В этом и эльминские педкассисты видели путь к формированию полноценной, гармонической, разносторонней развитой личности. И именно о следовании этому пути для российского образования говорят и святейший патриарх, и президент Российской Федерации. Некоторые по эльминским целям в современном обществе, в современной педагогике представляются невозможными к исполнению. Так, например, Центральная крещено-татарская школа готовила православных миссионеров-полемистов для противостояния исламу и язычеству. Но те методы, которые использовались для этой деятельности и были тогда современными и актуальными, ныне устарели. Представление Эльминского об исламе соответствует действительности лишь отчасти, поскольку в его концепции, например, не различаются большой и малый джихад. Отношение к женщине в исламе значительно сложнее, чем это описано в трудах некоторых православных апологетов, и далеко не такое однозначно неуважительное и уничижительное, поскольку есть примеры современных мусульманских женщин, получивших звание улемов, таких как Валерия Порохова, читавшая некоторое время назад лекции в Московском государственном университете. Ну, тогда она позиционировалась просто как мусульманка. Там на самом деле они сложные взгляды исповедуют. Очень большое, сильное влияние оккультизма было и у Пороховой, которая читала лекции, и у господина Джемалина непокойного. Для дальнейшей полемики с исламом не стоит слепо использовать те устаревшие методы, такие как стереотипы об исламе вообще, поскольку ислам не является однородным религиозным феноменом. Например, суннизм отличается от шиизма и суфизма. Следует показывать людям трансцендентную в философском смысле высоту православия, его вероучения, философии, душеведения святых отцов, зачастую превосходящее современную психологию и описанного в аскетических произведениях, таких как «Добротолюбие», аскетические труды преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламы, из современных авторов митрополита Ерофея Влахоса и так далее. То же самое должно касаться и педагогических методик, используемых в Русской Православной Церкви и светских учебных заведениях. Надо брать лучшие методики и использовать их, чтобы люди сами без принуждения познавали мир православия. Педагогическая система Эльминского также была направлена на введение народов Поволжья в сферу влияния России, русского мира, чему способствовал, в частности, перевод татарского языка с арабской письменности на кириллицу. Однако в настоящее время перед православными миссионерами, работающими с гражданами России нерусского происхождения, стоит совершенно иная задача – сохранение идентичности татар, башкир и многих других народов перед лицом тотальной глобализации. Именно нахождение в русском мире способствует тому, что татарская, как и любая иная национальная идентичность, не нивелируется, как это происходит в рамках американского глобального проекта. Православие таким образом не идет по пути большевиков, насильственно русифицируя выходцев из разных народов, но позволяет быть православными, сохраняя аутентичную культуру и воцерковляя ее, чему примеры мы имеем уже достаточно яркие в современном обществе. В этом, на наш взгляд, следует отойти от практического применения педагогической системы Эльминского через христианизацию русифицировавшего, отчасти вынужденно, под влиянием государственной власти, народа Поволжья. Посему совершенно недопустимо устраивать какие-то антимиссионерские выпады, говорить, что недопустимо и не нужно воцерковлять и
приводить к православию представителей иных народов, о чем в частности сказал Кирилл Александрович Фролов. К сожалению, как светские, так и некоторые церковные деятели, отвечающие за внедрение педагогических методик, не стремятся к использованию гуманистической педагогики, такой как концепции Ильминского, Макаренко, Сухомлинского и целостного педагогического процесса Павла Ивановича Петкасистова. Более того, не допускают, чтобы люди, владеющие современными педагогическими технологиями, эти методы использовали в работе со светской и церковной молодежью. В частности, бывший министр образования Российской Федерации Фурценко на молодежном форуме «Селигер» в 2013 году заявил, что целью образования является воспитание квалифицированного потребителя образовательных услуг, исключив таким образом из образовательного процесса личностный подход, воспитание у учеников, стремление к самообразованию, самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Также и в церковной среде необходимо исходить из сочетания индивидуального подхода к каждому ученику. То есть ученик должен осознавать, что он педагогом не забыт, что его уровень подготовки оценивается адекватно и беспристрастно. И классической классно-урочной системы преподавания, как это используется в православных гимназиях и в православных учреждениях дополнительного образования. Ильминский для своей деятельности использовал современные ему достижения педагогической науки. Также он изучал великую дидактику Яна Амоса Коменского и другие современные ему педагогические исследования. Однако нынешние педагоги-методисты, не только светские, но и церковные, зачастую игнорируют современные достижения российской педагогической науки. С научно-педагогическими трудами Петкасистова и других современных российских специалистов в области педагогики знакомы, к сожалению, очень немногие современные педагоги. Поэтому, если наше общество хочет быть конкурентоспособным в современном мире, если мы хотим, чтобы наши граждане были творцами своего будущего, а не потребителями образовательных услуг, которые нам представляет глобальное общество в виде Соединенных Штатов Америки, нам следовало бы